Женщина, которая родила для себя, зачастую статистически эта женщина уже в достаточно в зрелом возрасте. Зачастую это бывает состоявшаяся в социальном плане женщина. Женщина, которая, возможно, какое-то большое количество времени посвящала себе реализации в карьере, но которые не были обращены на именно создание своего семейного личного счастья. Возможно, это женщина со своими грустными историями, со своей не сложившейся личной жизнью по тем или иным причинам. Та, которая отчасти немножко разочаровалась и разуверилась в том, что она либо способна, либо может быть, достойна создавать именно семью. Тут появляется понимание. Рожу для себя. Но с другой стороны, какой ребенок рождается для чего-то иного? Понимание, что такое рожу для себя. Об этом что говорит женщина? Я рожу себе ребенка, я его сама выращу, и, соответственно, он от меня не уйдет, как уходили те мужчины, которые уходили. Поэтому в этом плане ребенок рождается как просто очень удобный, уже обдуманный, рационально взвешенный вариант. Отчасти это не совсем справедливо к ребенку. Ребенок приходит на этот свет, наверное, чтобы просто быть любимым, потому что он есть, а не потому что маме так удобно. Женщина, которая соглашается на такой вариант исхода событий, должна понимать, мать-одиночка – это отдельная социальная единица, потому что ей придется замещать ребенку и отца, и мать. Когда ребенок пойдет в садик или в школу, или даже во дворе поймет, что, оказывается, у других деток есть папа, будут вопросы, к которым она должна быть готова. Она не объяснит трехлетнему ребенку, что не сложилось у меня с моим мужчиной, поэтому я родила тебя для себя, и ты принадлежишь всецело мне. Да? Здесь очень важно не увлечься и не сделать ребенка заложником своих потребностей, желаний или опасений на старость лет остаться одной. Поэтому здесь должен быть очень аккуратный педагогический подход. По крайней мере, если у ребенка будет понимание, что такое тоже нормально, и женщина не будет ему демонстрировать, что где-то смущается сама, что нет мужа. Потому что социальное давление тоже здесь немаловажно. Если она будет своим видом показывать, что все в порядке, у тебя есть я, мы с тобой справимся, и с нами все в порядке. Чтобы ребенок завтра не боялся осуждения, потому что, давайте будем честны, есть стигматизация общества. Очень часто дети попадают под градацию доброжелателей, говорить безотцовщина или прочие вещи, роняя тень на репутацию матери. Женщина должна быть готова этому противостоять, и не только самой быть в этом сильной, но и защищать своего ребенка.